Профессор Жан-Филипп Роби объясняет абхазским виноградарям и виноделам, как нужно обрабатывать почву на этом участке, чтобы корневая система винограда получала как можно больше питания. Он нашел срез почвы и рассказывает о недостатках и преимуществах. Конкретно в этом месте есть плотный слой, который удерживает влагу, избыток, который не нужен винограду. Но он не такой толстый, его можно разбить. Вам повезло, что он наверху. Жан-Филипп Роби – профессор. Он занимается наукой и преподает в научном институте виноградарства и вина в Бордо. 25 лет он изучает влияние климата и природных условий на урожайность винограда разных сортов. С первого взгляда на плантацию профессор видит, какие недостатки и достоинства у этой земли. This is hydromorphic profile, for sure. So you have waterlogging in the soil. Это трава, которая характеризует, что на этой почве есть застаивание воды. И значит, что здесь есть застаивание воды. Но вообще тренинг начинался с теоретической части. В первый день специалист поделился полезной информацией о закладке виноградника, выборе участка и подготовке земли и методах посадки виноградной лозы и прочем. По мнению Жана-Филиппа Роби, у Абхазии большой потенциал в плане виноделия. И при грамотном подходе культивация эндемичных видов винограда и изготовление уникальных вин может дать и экономический результат. Среди более региональных сортов, таких как Сафирелли, и даже некоторых местных сортов, таких как Качич, я думаю, есть реальное преимущество в мире торговли винами. Они имеют огромную типичность, яркую идентичность, чтобы отличаться от других вин. Наряду с производством уникальной продукции нам, конечно, нужно и массовое производство вин. Однако идентичность передается с уникальными продуктами. Сегодня за пределами Абхазии эти местные сорта нельзя найти. С их помощью можно произвести отличное вино. В ближайшем будущем я буду упоминать их как характерные вина для этой страны, чтобы они стали известны европейцам, таким как я, и, возможно, в дальнейшем в Северной Америке и на больших рынках по всему миру. Пригласить в Абхазию специалиста подобного уровня было большой удачей. Без помощи ФАО это сделать было бы невозможно. Организация придерживается принципа обучения инновационным методам в сельском хозяйстве. Этот проект стартовал больше года назад, и его основа – сохранение эндемичных сортов винограда, таких как Качич, Абгач, Ацгоу и другие. В планах создание питомника, чтобы саженцы были доступны всем желающим, и генетическое исследование сортов. ФАО запускает проект, где мы будем выращивать эти эндемичные сорта на коллекционном участке в Ачадаре, в Сухуме. Мы будем пытаться сохранить и размножить их вместе с ассоциацией, чтобы впоследствии распространить на всех виноградниках Абхазии эндемичные сорта, которые можно будет выращивать и из которых можно будет производить вино. В будущем мы хотим провести генетический анализ эндемичных сортов винограда в Абхазии. Это во-первых. Затем провести тестирование на вирусы, чтобы убедиться, что сорта, которые мы хотим размножить, будут безвирусными. В тренинге приняло участие более 40 человек, так или иначе связанных с виноградарством и виноделием. Многие из них состоят в Ассоциации виноделов Абхазии, молодой организации, которая всячески пытается возродить винодельческую культуру. Основная наша задача, с чего бы мы хотели достичь, каких целей, это возрождение именно автохтонных сортов винограда. Потому что есть источники, которые мы нашли, в которых написано о том, что в Абхазии было в районе 50 местных, именно локальных сортов автохтонных винограда, которые на сегодняшний день абсолютно утеряны. Сегодня мы знаем 15, но это все собрано по крупицам, и у нас это нету в таком большом масштабе, чтобы могли засаживать все желающие. Конечно, мы здесь можем сажать и французские сорта, ну и какие угодно, но наша уникальность и индивидуальность именно нашего вина будет достигнуто тем способом, что мы будем делать это вино именно из наших сортов винограда, которые не встречаются нигде в мире. Тренинг, который организовала ФАО, стал большим подспорьем в деле возрождения виноградарства. При содействии международных организаций абхазские виноделы имеют возможность получать необходимую информацию и помощь от передовых специалистов мирового уровня. У нас нет такой свободной возможности передвигаться по всему миру, учиться и так далее. Вот приезд специалистов, причем очень высокого уровня,
конечно, для нас важен, потому что это опыт, которыми они могут с нами поделиться, опыт, который не сегодня, не вчера, уже сложенный тысячелетиями. К сожалению, у нас, конечно, тоже было виноделие, мы все это знаем, но, к сожалению, это было многое утеряно из каких-то там определенных составляющих. И во время Советского Союза стояли совершенно другие задачи, не сделать качественное вино, а просто взять количеством и так далее и тому подобное. Поэтому какие-то вещи мы потеряли, и сейчас вот благодаря таким приездам специалистов мы, конечно, набираемся опыта, и это очень для нас важно. В Абхазии должно процветать виноделие. Традиции еще живы. Осталось восстановить утраченные знания и сорта. И эти задачи вполне осуществимы благодаря проекту ФАО ООН «Устойчивое виноградарство и защита эндемичных сортов Абхазии», который осуществляется совместно со швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству. Марьяна Котова, Абаза ТВ.